Макароны, хлеб, одежда, памперсы – это только часть собранной помощи для дунган, граждан Казахстана, которые были вынуждены бежать из своего дома сюда, в Кыргызстан. Владелец этого кафе, увидев все своими глазами, а именно состояние женщин и детей на границе, не мог остаться на стороне. Решил организовать сбор гуманитарной помощи. По его словам, нет плохой нации, есть плохие люди. И по мере возможности помогать нужно всем нуждающимся. Люди с разной национальностью обращаются, хотят помочь, не знают, куда отправить. И я решил здесь сделать сбор в Искре. Туда доставляем до места, чтобы люди сами приходили и забирали. Действительно, чтобы до точки. Тут не обязательно дунган, тут все мы братья, сестры, мусульмане. Мы в этом случае мы должны всем помогать. Всего из Казахстана в Кыргызстан прибыло по разным подсчетам около 4000 дунган, которые расположились по разным селам Чуйской области. Однако половина из них уже возвратилась на родину. Как сообщили в Государственной пограничной службе, в целом ситуация на кыргызско-казахской границе стабильна, и практически все пункты пропуска работают в штатном режиме. Пункты пропуска Кеңбулун автодорожный и Токмок автодорожный, они переведены на усиленный вариант несения службы, но при этом мы осуществляем в штатном режиме. Каких-либо ограничений в пропуске лиц транспортных средств не имеется. Как вы знаете, 7 числа у нас наблюдался большой поток с Республики Казахстан, но я могу сказать, что со вчерашнего дня этот поток уменьшился. На сегодняшний день каких-либо скоплений в пунктах пропуска не зафиксировано. Стоит также отметить, что число погибших во время беспорядков в Курдайском районе Джамбылской области Казахстана составило около 10 человек. Кроме этого, около 40 получили ранения, 5 из которых находятся в территориальной больнице города Токмок. Состояние у всех стабильное, жалоб нет. Все хорошо, степени тяжести травмы различные. Есть и ранения, и бронхопневмония, есть сотрясение, есть раны нижних конечностей есть. Но состояние у всех стабильное. Ну, в основном мужчины, было 2 женщин с детьми, а остальные были мужчины. В результате инцидента было повреждено 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента в Кыргызском районе Джамбылской области. Казахские власти винят в произошедшем провокаторов, которые пытались представить бытовую драку как межэтнический конфликт. Причины драки пока неизвестны. Аида Матбекова, Телек Джуматаев, Нью ТВ.